Здравствуйте, я вас приветствую в эфире телерадиокомпании ГРТ. На ваших телеэкранах программа «Обсуждаем вместе». Я ее ведущая Ирина Кара. 19 августа совсем скоро, и ждут эту дату не только ветераны становления Гагаузской республики, но и все жители Гагаузской автономии. Это наша дата. 33 года со дня провозглашения Гагаузской республики, и это тот возраст, когда можно и нужно подводить итоги, а также вспоминать о том, как это было. И сегодня вспоминать о том, как это было, мы будем с ветеранами становления Гагаузской республики, которые уже находятся у нас в студии. Сейчас с ними я вас и познакомлю. Итак, это Кира Дмитриевна Димитрова. Кира Дмитриевна у нас была активистом становления радио Гагаузского, оператором Гагаузского радиовещания. Кира Дмитриевна, я вас приветствую. Также у нас в гостях Дмитрий Петрович Градинарь. В тот период времени он был специалистом районного управления образования Гагаузии. Я вас приветствую. Также у нас в гостях Николай Макарович Стоянов. Николай Макарович Стоянов в тот отрезок времени занимал несколько должностей. Он был заместителем председателя райисполкома, он был экс-председателем Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов в Верховный Совет, а также начальником районного управления образования Гагаузии. Я вас приветствую, Николай Макарович. А также у нас в гостях Петр Георгиевич Златов, директор в тот период времени у ПТК Гагаузии. Я вас приветствую, Петр Георгиевич. Уважаемые гости, давно мы в таком золотом составе не собирались у нас на ГРТ. Я вас благодарю за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. И первый мой вопрос будет задан каждому из вас. Я бы хотела, чтобы каждый из вас вспомнил те страницы истории, о том, как это все было, как это все начиналось. Ведь у каждого из вас свои воспоминания по поводу этой даты, по поводу этого великого события. Я не побоюсь этого слова, ведь событие действительно великое. Гагаузской автономии 33 года. Николай Макарович. Начинаем с вас. Гагаузской республике 33 года. Да, Гагаузской республики. Автономии немножко. Да. Сначала республики, впоследствии автономии. Благодаря Гагаузской республике потом принят был закон о Гагаузской автономии. 90-е годы такого единения народа Гагаузии, я имею в виду не только гагаузов, но и всех тех, кто проживали вот на этой территории, на территории нынешней автономии. Почему это произошло? Советский Союз шел к развалу, и никто не знал, развалится или не развалится, но уже республики начали диктовать свои условия, отказываться от установок с центра, с Москвы, и в каждой республике появились свои народные фронты, которые признавали только одну нацию на территории этой республики. Допустим, если это Прибалтики, это, допустим, латыши, литовцы или эстонцы, в Молдове, что Молдова – это земля для молдаван, и остальные тут не должны жить. Типа чемодан, вокзал, Россия. И тогда гагаузам некуда идти. Родина гагаузов – это буджакские степи, это буджак, и поэтому некуда было идти. Вопрос стоял, или мы объединимся и сохраним себя как народ, защитим себя, или просто нас уничтожат. И тогда люди подумали и решили, что надо объединяться. И в то время вот такой порыв, душевный порыв всего населения, и, повторяю еще раз, и гагаузов, и всех тех, кто живет, и жил, и живет на этой территории, они объединились единым порывом, что мы такое же право имеем жить на этой земле, как и все остальные народы, живущие в Молдове. И конфликт, который дальше развивался, это не признали и не признавали центральные органы власти. Типа наподобие вы люди второго сорта, поэтому мы с вами считаться не будем. Нам нужно было доказывать свою правоту. А доказывать правоту нужно только объединившись. Вот тогда произошло объединение гагаузского народа, на мой взгляд. И дальше события происходили очень, скажу так, стремительно развивались события. И нужно было сориентироваться, чтобы, с одной стороны, сохранить себя как народ, с другой стороны, чтобы не было кровопролития. Мирным путем. Но мы доказали, что когда Кишинев, тогда официальные власти Кишинева приняли решение все-таки задушить Гагаузию, они направили сюда волонтеров, тогда гагаузский народ объединился и сказал, что кто придет на эту землю с мечом, от меча и погибнет. И, слава Богу, умные головы оказались и в парламенте того созыва,
что не дали команду начать кровопролитие, и со временем была образована, то есть принят парламентом Республики Молдова закон о особом правовом статусе. Тогда патриотизм был такой, который, наверное, на наш век уже не будет, на мой взгляд. Тогда никого не интересовало ни должности, ни звания, Была ни одна деньги. цель. Была одна цель – сохраниться как народ. Николай Макарович, вы так патриотично говорите, у меня вот мурашки прям по коже, на самом деле, потому что до сих пор чувствуется этот патриотизм. Он не иссякает, Николай Макарович. Потому что это так и Те, было. которые тогда были на острие ножа, скажем так, они не могут забыть те годы, потому что это были, с одной стороны, очень опасные годы. Риск жизни был очень высокий. И не дай бог, если бы началось что-то серьезное, то тут было бы очень много жертв. Как с одной, так и с другой стороны. И, к сожалению, вот эти моменты сегодня забываются. Забывают, потому что многие люди, которые тогда стояли на баррикадах, забыты, честно говоря, и властями забыты. Часть людей ушли в мир иной, а те, кто остались, они не в почете. И каждый раз, иногда даже встречаясь с этими людьми того периода, они говорят, какой толк мы тогда защищали себя как народ, когда нас забыли. И это очень плохо. Это на самом деле так, Николай Макарович, поэтому я понимаю, о чем вы говорите, и наша семья тоже столкнулась с этим. На самом деле это очень больно и где-то внутри души саднит, конечно же. Петр Георгиевич, мы еще вернемся, Николай Макарович. Петр Георгиевич, как вы будете вспоминать тот период времени? Тут добавить то, что сказал Николай Макарович, конечно, он очень правильно выразился, но в то же время тот период и очень интересным он был. Вот. От чего произошло это объединение? А мы все были бедными, но мы были патриотами. Тогда ни у кого не было таких дорогих машин, вилл, дети не учились в Англии или там где-нибудь в Америке. Нам терять было нечего. Вот. И Кроме вот жизни это, своей. кроме жизни, вот эта опасность, которая надвигалась на нас, она объединила людей настолько и выявила столько патриотов, столько лидеров. Вот мы же что, вот давайте вспомним, кто все-таки первыми лицами были. И Степан Михайлович Топал, это мой сосед, и Кенниглян Михаил Васильевич, и те же и Буйклы, и даже тот же Бургуджи, несмотря там на определенные проблемы и так далее. Все остальные. Вот. Этих людей было очень много. Вот. И благодаря тому, что появились вот стихийным образом, начиная с дискуссионного клуба, вот где-то старое молочное было, я тоже там несколько раз на подоконнике сидел, потому что там негде было даже стоять. Вот. Появились вот эти лидеры, им поверили, и они взяли на себя. Да, действительно, была опасность и жизни. Михаил Васильевич и Степан Михайлович, извините, как говорится, и посидели немножко в одном малоприятном месте. Вот. Люди знали, что они правы. Эти женщины, которые сидели на железной дороге, это люди, которые брали в руки оружие. Почему? Вот мудро говорится, что добро должно быть с кулаками. Если мы просто без ничего, вот когда волонтеры, Николай Макарович сказал, пришли и так далее, почему они не зашли на территорию Гагаузии? Да это было для тех, кто пришел опасно. Ну, никто их здесь с хлебом, солью не ждал, скорее наоборот. Вот. Хочу сказать очень большие слова благодарности в отношении тех государств, тех лиц, которые пришли нам на помощь. Мы помним, я жил напротив озера, когда поздно-поздно вечером разведрота десантной дивизии Болградской прогремели в сторону. Было? Было. Было, да. С Приднестровья приехала колонна? Приехала. А часть, полк, что стоял в Кишиневе, их никогда не приехали. Как их тут встречали? Они сколько? 2-3 недели здесь были, они довольно долго были. Если рота менее суток и потом уехали и так далее, приехали МВДшники в Камрад, и тут с цветами и так далее. Ведь все же это было. Вот. Поэтому я думаю так, что пришла пора, потому что люди уходят. То поколение уже, многих уже нет. Многие уже в возрасте и так далее.
обязательно энтузиасты должны появиться, которые соберут материал, которые будут с ними встречаться, и каждый выскажет вот этот черновой материал собрать, обработать, и какую-то книгу памяти именно того периода нужно будет для поколений, которые останутся после нас, чтобы они это знали. И это нужно изучать в школах, Петр чтобы это Георгиевич, знали. а вот если к вам обратятся такие энтузиасты, вы пойдете с ними на контакт, расскажете? Я на контакт, может быть, не все, но я думаю, 90-95% это доступно для открытой публикации. Понимаете? Потому что кое-что действует по настоящее время, и мы это не можем говорить. Но то, что было именно в те годы, как происходило и так далее, потому что много издано книг, и, к сожалению, я там нахожу очень много ляпов. Вот. Они недостаточно, видно, были материалы быстрее к изданию и так далее. Может быть, они были отредактированы тоже, может быть, Да. такой вариант. Может быть, я не знаю. Но что-то общее от всех высказаний, воспоминаний и так далее. У Михаила Васильевича Букингеляна есть богатейший архив всех материалов, документов и так далее. Но нигде нет. Это музей дома. Это я знаю. Я У тоже меня есть видела. мало, но у него богатейший материал. Часть материала обработана, но в основном, я думаю, просто это материал. Ну, это если в нормальном государстве, здесь, наверное, можно было бы докторскую написать. Ну, вы прямо мне сейчас вызов кидаете, Петр Георгиевич. И Пожалуйста. Я прямо стала Марья задумываться. Васильевна тоже Да. было очень много... Все, что было в Верховном Совете, все эти документы, все эти материалы и так далее, пожалуйста, их можно, Даже можно было, оцифровать я и так прошу далее, прощения. это обработать, все это издать, это показать, как было на самом деле. Вот это прямо мечта, я думаю, вот все, кто здесь Фильм сидят, даже можно создать. Да, Фильм. это Да, можно вот и и Валентина фильмы Даниловна сделать, нам, документальные, Короляк, на каких-то тоже хрониках. предложила У вас это. наверняка сохранились эту какие-то тему. записи. У Илья Ильича наверняка, ну, у него, правда, там много Фильм пропало. можно, очень хороший, Но да. Документальный Все фильм. это можно делать, да. Это надо вспоминать, это нужно сделать. Почему? Потому что мы все не вечны. Я думаю, что не только мы вечны. Я думаю, что почему, вот еще буквально полминутки, я думаю, что не вечно наше государство, в котором мы сегодня живем. И могут произойти в ближайшее время такие катаклизмы и так далее. И вот эти материалы, вот эти все воспоминания и так Камень далее, в лету просто, они да. были бы огромным подспорьем тем людям, которые будут двигать нашу историю дальше. Вот так я бы сказал. Спасибо, Петр Георгиевич. Очень интересно. Я действительно как будто фильм смотрю, слушаю вас. Дмитрий Петрович, расскажите, пожалуйста, вы свою историю. Я немножко хочу вспомнить и рассказать, что предшествовало объявлению Гагаузской республики. То есть с самого начала. В самом начале еще, когда мы просто собирались в мастерской у Савастьяна, а его мастерская была там, где библиотека турецкая, с другой стороны, туда приходили человек 10. Вот. В основном художники. Айогла, значит, Стаматов, покойный, значит, Влах. Влах. Петя Влах. Да? Влах, да, Влах и так далее. И тогда мы думали, что делать дальше, как быть, как сказал Николай Макарович, вот этому, что зарождается, хотя там еще только зарождалось, потому что Гагаузская алка зародился раньше, чем Народный год был фронт. это? Значит, что делать? Год какой был? 88-й год. Какой год приблизительно Это был? 88 год. И вот в 88 году появилась идея, давайте создадим дискуссионный клуб Гагаузской алки. Дискуссионный клуб возглавил Савастин Дмитрий Иванович, покойный. Да. Вот. И мы выступали в ДК, значит, собирались, приглашали ученых с Кишинева. Тогда Марья Васильевна еще работала в Кишиневе. Значит, других ученых, Курогла, даже ученые, которые говорили нам, что вы имеете право на автономию. Для нас это был взлет. Нам кто-то, ученые, говорят, что вы имеете право. Это окрыляло нас. Вот. И после того, как мы, как клуб Гагауз, в это время зарождалось в Вулканештах Ватан, возглавил Петр Фазлы, Петр Иванович, Чадырлунге Берлик,
Берлик. Берлик, по-моему, Гагауз, там еще другие, значит, покойные уже. И что интересно, что нигде не было, было молодежное крыло Милет Санжисы. Этот Милет Санжисы возглавил Терзи Федор. Иванович. Да. Значит, и после этого мы собирались здесь, у нас был штаб, знаете, вот как идти на Старый базар, с правой стороны, когда это был рыбный молочный был, магазин, рыбный Ну, там вот что была я говорил, табличка. молочный магазин. потом Да. рыбный был. Там заброшенное такое И небольшое помещение. Одноэтажное такое, И старое здание. Там все страсти. Там приезжали со всего, всех сел скажем так, приехали, не Гагаузия называлась, а с районов. И до 2-3 часов дым стоял столбом, Курили все. дискуссии, но мы приходили к одному мнению. И вот пришли к мнению, что нужно создать съезд значит, всех уровней, чрезвычайный съезд, потому что идея создания автономии была в центре. И вот 12 ноября 1989 года был организован на Гагаузской уже объединенно. У нас был съезд, когда мы объединялись в одну. И в самой программе было, значит, добиться автономии. Вот на этом съезде и была провозглашена Гагаузская ГАССР. Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Молдавии. В составе Молдавии. Ну, конечно, все документы представили, куда следует Верховный Совет, другие органы. И, конечно, они это отвергли. Отвергли все. Все сказали, что вы не имеете права, вы никто. Вы группа. Ну вот, Звать вас и никак. дальше уже, когда мы видели, что нас не признают, зародилась идея, причем очень такая крамольная, очень опасная идея создать Гагаузскую республику вне Молдовы. И покойный Каракаш Илья Иванович, он Большую роль он ребята, сыграл на этом. вы очень сильно рискуете. Это может чревато большими последствиями. Но тем не менее, как сказал Николай Макарович, никто не боялся. Даже вот какое-то отсутствие самосохранения у нас было. Ну, наша идея, цель была впереди. Да, идея была впереди всего. Ну, что я хочу сказать. Почему удалось все-таки 150, а может где-то в то время было 200 тысяч населения. Ну, в основном это гагаузы, как было сказано Николаем Макаровичем, здесь не только гагаузы, и молдаване, и болгары, и русские, и многие поддержали эту идею, поддержали нас в этих вопросах. Почему тогда нам удалось? Потому что к нам приезжали с Румынии, нет, по-моему, с Венгрии, значит, секуи, да, их называют, которые уже сколько времени борются, чтобы в составе Румынии была автономия венгерская. У них целое государство рядом, но им не удается, им запрещают это. И вот кто-то сказал, что повесить флаг этой автономии, и что ответило руководство Румынии? Кто повесит этот флаг, рядом будет висеть с этим флагом. То есть это жесткое непозволение этого. А я считаю, что в это время была единая цель, единый дух. Самое главное, была движущая сила. Вот это Гагаузская, это движение, которое пробуждал народ. Сам по себе, конечно, народ не... потому что мы побывали во всех... Я впервые побывал во всех селах Гагаузии. Я даже не знал, где это Кирилтлынга, где это Баурчи. И вот впервые Петр Георгиевич сказал, что у нас не было. У меня была машина 2102, пикапчик. Вот на этой машине, а Стаматов на машине, на москвиче, вот мы вдвоем, куда надо было, ездили. Так, как говорится, в спонсорскую помощь. То есть вместе ехали. Потом, конечно, к нам присоединились Мария Васильевна, она оставила все свои дела, она уже готовила докторскую, тогда кандидат наук и доктор наук. Материала было много у нее, но она оставила и перешла, стала вместе с нами бороться за автономию, сначала Гагаузской республики. Конечно, она побывала. Вот я всегда ставлю пример. Почему сейчас наши
значит, народное собрание не бывает ни в Брюсселе, ни в каких других структурах европейских, где есть специальные значит, люди, которые занимаются национальным меньшинством. Структуры? Да, структуры специальные, которые занимаются автономией. Автономия каждой европейской республики – это святое. Их права очень хорошо защищены этим основным государством. А вот Марья Васильевна и была и в Америке, и в Брюсселе, и где только, в Турции, где только Турции, она в была. Казахстане, Везде где она только не поднимала флаг Гагаузии, везде говорила, есть такой народ, мы хотим автономии. Спасибо большое, Дмитрий Петрович. Кира Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, о том, как помните вы это время, и расскажите, пожалуйста, о вашей дружбе с Марией Васильевной Маруневич. Ведь я знаю, что именно с ней у вас появилась такая идея зарождения Гагаузского радио. Это у Марьи Васильевны было. Она нас собирала. Я тогда как раз были вот эти сформирования, безработные были, как бы люди искали работу, 90-е годы, как-то так вот. И я слышала, что вот собирают, я окончила техникум связи, я слышала, что собирают работников, как бы создать радио, гагаузское радио. Я подошла у Марьи Васильевны, говорю, здравствуйте, вот я так вот хочу устроиться на работу. Ну, сказала, кем я работала, как, что она говорит, ну и очень была такая любезная женщина, сюда Любочки, вот так всегда с нами обращалась. И, значит, нас было там Марья Васильевна, я, Марья Дмитриевна, и потом Рома Получер подошел. Ну, эти мы 4 человека, которые действительно начали с электроникой ходить в исполком, нас гоняли оттуда, доставьте вы, какая радио, какая Гагаузская республика, что вы... Ну, вот мы все-таки, Марья Васильевна такая настойчивая была, говорит, Любочки, с одного кабинета вас выгоняют, идите в другой кабинет. И вот мы так и делали. Вот с одного кабинета в другой кабинет, потом в селах начали, потом оттуда. Короче, мы... Вы писали летопись автономии. Да, я была оператором, мы писали, были эти бобинные магнитофоны, электроники были, пальцы ломали, микрофоны не работали, писали, ну, было как бы дико. Ну, для вас сейчас, конечно, это дико, у вас сейчас студия красивая, все, а мы там сидели... Ну, вы были первопроходцами. Мы сидели на 4-м этаже в ОУСе, там нам кабинет выделили, вот, исполком выделил нам кабинет там, ну, вот мы там и трудились. Ну, для того, чтобы мы выпускали эти передачи, значит, было очень запрещено, с одной стороны. Вот. Марья Васильевна говорила, смотрите, Любочки, будьте осторожны, чтобы это... Ну, а так как я была, потом меня назначили начальником студии, и Марья Васильевна сказала, ты вот такая пробивная, ты можешь все, ты будешь отвечать за это, и будет эфир только, когда ты будешь говорить, что вот Кира Дмитрова, тогда выпускаете передачи. Ну, в Лазии есть специальная студия была, которая нас в то время эфир нам выделяли. Ну вот, и мы... Радиоточки. Да. Вот. И потом, короче, вот началось вот это все. Люди собирались на площади. Там не надо было нас подкупать, вызывать. Давайте сюда, мы здесь вам вот это заплатим. Там не было у нас такое. Народ действительно в то время был гордый гагауз. Я могу это сказать от души. Вот, даже эти люди сидят у нас в студии. Почему? Потому что мы старались, делали что-то, чтобы нас не ставили на колени. Мы в то время поднялись с колен, и мы показывали, что мы есть гагаузы, истинные гагаузы. Понимаете? И вот потом, когда начали вот это, колокола били. Вспомните, колокола. Для того, чтобы народ собрался, Только да? сирена, колокола. Люди выключали свои плитки, бегом на площадь. Яблоко кинь, не упадет. Вот так сплоченный был народ. Сейчас я иногда удивляюсь. Мы имели все, мы сделали все, правда? Вот каждый человек, сидящий здесь в студии, капельку своего пота туда вложил. Понимаете, я, допустим, вложила, с электроникой ходила, другой, третий, но низкий поклон Марье Васильевне Маруневич.
Поистине великая она женщина, так да. нас собрала. Вы знаете, я не побоюсь этого слова, если она сейчас проснется, она заново умрет, что творится у нас в Гагаузии. Кира Дмитриевна. У нас осталось только, я выражусь, только название автономии. То забрали, это забрали. А если бы то время так было? А давайте поговорим на эту тему. Почему так произошло, на ваш взгляд? Вот вы говорите, осталось только название. Почему? В чем причина? Налоговый забрали, то забрали. Сейчас вот препятствует ГРТ, что мультипликации Да, из, какие-то там, что у вас. мультиплекса. Да. Мультиплекс убрали. Сейчас слышала, что Из после Нового национального. года ЦИК забирают. Апелляционную палату решили ликвидировать, только оставить здесь, как бы будет офис или как-то. Да? Ликвидировать. Николай Макарович, вот все же, наверное, и вам зададим этот вопрос. На ваш взгляд, почему это происходит? Почему не собирается все так же общественность, скажу, как почему. раньше? Да, конечно. скажу, и почему. все по очереди. Знаете почему? Ваш вариант. Потому что сейчас каждый человек, даже я возьму сейчас Народное собрание, да? Раньше вот когда, если люди такие сидели в Народном собрании, они добивались чего-то. Вот недавно было сказано, что Марья Васильевна ходила по всем даже вот сейчас недавно выступили, кто у нас выступил по телевизору, сказал, что мы не ходили так, как сейчас депутаты сидят просто там, мы ходили с кабинета в кабинет и чего-то добивались для Гагаузии. Вот. А сейчас как-то так несерьезно относятся к нашей автономии. Ну, забрали. Ну, 8 лет кто был главой? Тоже, когда был Формузал, ввели же эти все наши полномочия. Потом же забрали эти полномочия. Привлаг. Значит, ошибка была Ирины Федоровны, что она не подняла этот вопрос. Почему Ну, там, наверное, цепочка событий, Кира Дмитриевна. Так поэтому... вот, смотрите, при Формузале же было это все. Я не защищаю никого. У меня лично ни с кем нету. Просто это мое мнение, что Николай так Макарович, вы работали при Михаиле Макаровиче Формузал. Наверное, Я помните... работал и при Кройтере. И при Кройтере я помню, да, тоже, что вы давно находились в этой структуре, в исполкоме работали. Когда мы начали терять тогда полномочия, если вот говорить об истории? Чтобы не быть голословным, обвинять одного башка на другого. Вот, может быть, Дело вы в том, помните. что в Республике Молдова в 2000-е годы, вот конец 90-х, были ярые фронтисты, которые пришли к власти. У них была эйфория, что Молдова стала независимым государством, и поэтому титульные нации – это нации первого сорта, остальные – второго, третьего сорта. Но то, что происходило на юге в Гагаузии, и то, что гагаузский народ сплотился и сказал, что мы имеем такое же право быть, потому что другой родины у нас нету, они вынуждены были идти на договариваться и пришли к созданию автономии. Какое-то время вот эти люди, которые знают ту историю, они оставались у руля в Кишиневе, мое видение. Потом по возрасту, по разным причинам, эти люди потихонечку начали уходить. Кто на пенсию, кто в мир иной. Начали приходить другие люди, которые не знают ту кухню, которая происходила в 90-е годы. И начали подниматься головы, мол, гагаузы получили слишком многое, надо потихонечку у них это забирать. Получили с авансом, многие говорят. Да. И тогда не было реакции со стороны Гагаузии, что, ребята, вы хотите вернуться в 90-е годы? Нельзя этого допустить. Нужна была своевременная ответная реакция со стороны властей Гагаузии. В те годы, в 90-е годы, когда был Верховный Совет Гагаузской Республики, потом даже первый созыв Народного собрания, это были еще те люди, которые стояли у истоков становления Гагаузской Республики, автономного образования, потом Гагаузской Республики и потом, естественно, принятие закона. И они защищали достаточно серьезно закон, который был утвержден парламентом Республики Молдова. Потихонечку эти люди начали уходить, к власти начали приходить, я не побоюсь слова сказать, в Народном собрании, люди, которые с бизнеса, не столько патриоты, столько бизнеса, со своими интересами, а люди наши, если тогда деньги их не интересовали, ничего их не интересовало, все понимали, что или мы как народ сохранимся, или нас скоро не будет,
то по мере того, как все это двигалось, те, кто стояли как в Кишиневе, которые пошли навстречу к созданию гагаузской автономии, так и тут, они потихонечку начали уходить с арены, то ли по возрасту, то ли по другим причинам. Начали приходить в народное собрание, в исполком, структуры власти, люди, которые не знали или не понимали, понятия не имели, почему дали автономию. И когда начали отбирать полномочия, они спокойно на это реагировали. Ведь был же период, когда говорили, что нам дала эта гагаузская автономия. Вот и сейчас иногда возникает сейчас такая, то же самое. что нам дала гагаузская автономия. А зачем она вообще нужна, да? Ведь если бы не было гагаузской автономии, мы язык свой вообще потеряли бы окончательно. Мы бы все говорили как минимум сегодня на румынском языке, других языков мы не знали бы, и гагаузский язык такого Канул не бы было. в лету, да. Ведь гагаузы жили в Румынии, и ни одного гагауза сегодня в Румынии не осталось. А там достаточно, Болгария еще есть. достаточно большое количество. Более 200 тысяч жило в Я был в Болгарии, Они не гагаузы. в гагаузских селах. Я задал вопрос. Вы гагаузский язык знаете? Но они чисто себя считают гагаузами. Они говорят чисто на таком же языке, на котором мы говорим. Но, говорит, во времена Тодора Живкова нас всех переписали болгарами. Фамилии поменяли, названия населенных пунктов поменяли. И говорит, На что, болгарский лад. Да, на болгарский лад. И что, говорит, вот мои дети еще знают, внуки уже никто не знает гагаузского языка. То есть исчезает Самобытность. самобытность гагаузская, которая была в Варнинской области Болгарии, потихонечку там гагаузы тоже не остается. Единственное место, где гагаузы сегодня себя считают гагаузами, и благодаря которому мир узнал, что есть такой народ на земле, да, он малочисленный, но он такое же право имеет на жизнь, как и любой другой народ. Это гагаузская автономия. И когда люди начали избирать в последнее время структуры власти людей по принципу, кто больше заплатит, за того и проголосую, виноваты и руководители, и депутаты, которые молча все это проглатывали, и люди, которые выбирали тех, которые будут молчать. То есть виноваты мы все сами. Если мы избирали патриотов не по принципу, что ты мне заплатишь, что мне лично будет, какие деньги ты мне заплатишь, в обмен я за тебя проголосую. По личным интересам, Да, по личным. Тогда сегодня был бы другой состав Народного собрания, который бы горой стоял за сохранение полномочий, который был принят в 1994 году. То есть мы сами, весь народ виноват в этом. На мой взгляд. Петр Георгиевич, вот вы так улыбаетесь. Я знаю, что вам тоже есть что сказать по этому поводу. Я знаю, что был такой и в вашей жизни период времени, когда после того, как немало сил вы потратили для того, чтобы эта Гагаузская республика, впоследствии автономия, родилась, случилась, образовалась, долгое время вы работу не находили. Долгое время действительно и о вас временами забывали, Петр Георгиевич, мы можем прямо так и сказать. И здесь я могу тоже подтвердить эти слова. И такой случай был, когда слышали, что те или иные люди хотят устроиться на работу, но они были замешаны либо в батальоне Буджак, либо в каких-то других структурах. Их просто-напросто на работу не брали, были такие указания. И не один год это было. Ну, увольняли меня 4 раза. И Ну, немало. самое большее, да. Но позитив остался у вас. Даже по статье. Ну, не в этом дело. Значит, вернемся к нашему разговору. Вот Николай Макарович очень подробно это самое сказал. Ну, у меня есть, мне есть что добавить. Мы начали терять свои полномочия с момента опубликования закона об особом правом, закона Республики Молдова, да, в декабре 1994 года. Значит, редко кто вспоминает, что к этому закону было постановление о вводе в действие закона об особом правовом статусе, в котором черным по белому было написано месячный срок всем министерствам, ведомствам и так далее, привести свою нормативную базу в соответствии с законом о особом правовом статусе. До сих пор это не сделано. Сколько у нас созывов было депутатов Народного собрания там, и так далее. Они ни один созыв, ни одна группа, никто, ни отдельные самые так и не добились, чтобы в парламенте Республики Молдова провели слушание, провели анализ, как исполняется этот закон, как выполнено это постановление. И теперь любое, что бы ни Народное собрание, наш законодательный орган, не принял какой бы закон и так далее,
они считают, вернее, парламент Республики Молдова, руководство Молдовы считает противоречащим такому закону Республики Молдова. Этого не должно было быть. Если бы любой закон, который касается в том числе и Гагаузии, последним пунктом не было бы написано данные и так далее в АТО Гагаузия регламентируется соответствующим законом. То есть нашим законом должно это регламентироваться. Они все говорят, вот есть закон Республики Молдова, он должен один в один повторяться и у вас. Ну это нонсенс. Экономика, финансы и так далее, мы, может быть, смотрим по-другому. У нас могут быть партнеры за пределами страны нашей. Мир большой. Это раз. Во-вторых, друзья, или, скажем, партнеры, как сейчас говорят, Молдова и партнеры Гагаузии, это не одни и те же государства, не одни и те же организации. И более того, я хочу сказать, и я удивляюсь, почему руководство не работает с нашими друзьями за пределами Молдовы. У нас же есть, я бы сказал, даже так больше гаранты исполнения этого закона. Мы забываем, как был принят сам закон, кто этому способствовал. Кто приезжал 2 раза и говорил со Снегуром и сказал гагаузам: Гагаузлар, ты бян конуштум bununla Kaylolun da anlaşın Moldova'nın hepsi olacak iyi. Demirel gelmedi mi 2 kere buraya da ondan sonra pedalandı bu закон. Oldu. Россия. Мы все русскоговорящие там и так далее, и так далее. Да, мы сейчас не можем апеллировать к России. Она как бы сейчас стала немножко в другом качестве. Другие государства, есть международные, вот говорил это самое, в Европе, как относятся к местным автономиям и так далее. В Совете Европы есть структура, Венецианская комиссия там и так далее, и так далее. А кто с ними работает? Почему нам не говорят, что вот группа депутатов была там, мы были мы добились того-то, что нас не тронут, над нами не будут издеваться, над нами же издеваются открытую. Все спокойно, ой, я же уже говорил, у всех бизнес, все хотят спокойно жить. Личные интересы, получается, Петр Григорьевич. Меня же не изберут туда, вверх, в народное собрание. Я же никому ничего не могу заплатить. Сейчас пришли к нам, какие-то варяги, по-моему, Кто руководить будет сейчас в течение ближайших, не знаю, не дай бог, Гагаузии? Петр Григорьевич, не будем уходить в ту сторону политики. Согласен. Но в любом случае судьба Гагаузии в руках тех, кто живет здесь. Николай Макарович высказался, что у нас такие же права, как и у других народов. Да, но однако я не думаю, народ не принял. если сравнить, допустим, численность населения Гагаузии и Молдовы, это прямо гигантская разница. Давайте возьмем население Молдовы и Китая. Так о чем тогда сравнивать? Так что, чем больше населения, численность населения, тем больше прав получается. Петр Григорьевич, а не обидно, вот вы, Николай Макарович, Дмитрий Петрович, Кира Дмитриевна, не было никогда у вас такой идеи собраться вместе, обратиться? С кем? Вместе с теми, с ветеранами становления и прийти, не слышно, да? Я вот хочу сказать, вот мы собрались, создали первую гагаузскую партию, Безимбуджак. Пожалуйста, открыто приходите, работайте, помогайте, но не спрашивайте, и наш безоверженец. Этот принцип не будет действовать. Я всегда говорю, не, ты про это забудь. В Турции, например, по-другому. Сянаш гетерджам безимпартия. Что ты дашь нашей партии? Вот, пожалуйста, приходите, работайте. Планируем сделать какую-то платформу, на которой можем пригласить любого жителя автономии. Пожалуйста, работайте, чтобы согласовать какие-то совместные действия сделать. В том числе депутатов Народного собрания, исполком, Башкан. Будут приходить. Вот Дмитрий Петрович придет, вы придете, мы придем. Они не придут, они у власти. Им хорошо. У них машина есть, зарплата есть, голова не болит. Молчат, когда есть проблемы. Да, вот были немножко там но это всплески, отдельные всплески, когда уже, извините, наступили на любимую мозоль, и они говорят, ой, больно, без денег нас оставляют. Вот поехали и так далее. Но без объединения, хотя бы приблизительно, как было в 90-е годы, конец 80-х, этих самых
дальше шаг мы сделать не сможем. То есть вы хотите сказать, что личный интерес стал превыше патриотизма, но да? это не подлежит даже обсуждению. Нет системной работы органов власти Нет. с центральными органами власти. Получается, рывками. Что-то получилось, пошли, переговорили, должна быть системная ежедневная работа. И тогда уже и понятно будет и центральным властям, и населению. И хороший контроль этой работы и спрос. Да. А так, получается, такой взрыв получился, погасили, успокоились. Взрыв получился, погасили, успокоились. Где системная работа? Если была бы системная работа с центральным органом власти, сегодня не было бы того, что происходит. И самое последнее, что я бы хотел сказать, может, потом больше уже это самое не буду. Что вы, Петр Подойти Ильич, к любому депутату Народного собрания, к любому члену исполкома, даже Башкану и так далее. Скажем, вот тут у нас вот это происходит, вот этот бардак там и так далее. Можете вы подойти, Дмитрий Петрович, кто-нибудь. Вот лично вы будете отвечать за то, что происходит любому депутату. Он скажет, да вы что, я независимый кандидат был, я отвечаю только за себя и больше я не знаю. Ко второму, 35-му подойти, все одинаково скажут, не-не-не, я в этом не виноват, меня не обвинять. Мы каждый по себе. Потом скучковались несколько человек и так далее, решили какие-то вопросы, половина перебежала в другую коалицию. Все. Башкан 8 лет была, можно было спросить, вы отвечаете вот за то, что вы после себя оставили сейчас эти руины? Он скажет, да вы что, да я была независимым и так далее. Это было до меня. Это было до меня. И после она же, пока вот этого не будет. И у нас, почему? У нас нет политической системы. Молдова, что по-умному она сделала для себя, она лишила Гагаузию политической системы. Написано, можно объединяться общественные организации, кроме партий и общественно-политических движений. Все. В Гагаузии нету структуры политической, которая бы сказала, я на 4 года беру ответственность за то, что будет происходить на территории автономии, избираем своего Башкана, исполком, мы пришли со своей командой. Сейчас уже 3-й срок подряд с улицы собирают какими-то конкурсами и так далее, собирают кого ни попадя. Приходите вы со своей командой, чтобы вы завтра сели и начали профессионально работать. Нету этого. Никто, никакая команда не берет на себя ответственность за то, что происходит и будет после них. Преемственности абсолютно 0, в минусах. Никто ничего не передает, что они сделали, чтобы дальше какие-то программы работали, связи передать. Поназаключили, вот мы тоже кучу связей с регионами России. Ирина сказала, не-не-не, Гагаузия началась с меня. Все пошло заново. Сейчас опять все заново пойдет. Сейчас вся власть пойдет уже от других людей. Вот. Так. Понятно, Петр Георгиевич, большое спасибо за ваше мнение. Уважаемые депутаты, мы приглашаем вас всех с правом реплики к нам в студию и можем дискутировать еще дальше на эти темы. Я также напоминаю, что телерадиокомпания ГРТ не несет ответственности за высказывания, которые звучат в рамках сегодняшней нашей программы. Уважаемые гости, у нас есть небольшой ролик, и в этом ролике фотографии тех ветеранов становления Гагаузской республики, которых уже с нами рядом нет. Я предлагаю вам и нашим телезрителям вспомнить этих людей. Есть такой гагаузский патриот Вадим Шинник, он собрал этот видеоролик и предоставил его мне, а я уже хочу поделиться с вами им. Внимание на экран. Поверить, пускай уйдут страдания прошлых дней. Мне сложно жить, не знаю я, что делать. Пусть нелегко исчезнет боль любви моей, а снег идет, ложится на дорогу. И в белизне ночная пустота. Ведь в нашей жизни все не слава Богу, и
и лишь мечту спасает красота. Забыть нельзя, вернуться невозможно. Звезда любви сгорает надо мной. Звезда любви над грешной суетой. Когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово, меня спаси. Люби, надейся, верь и приезжай, хотя бы ненадолго. Своим ключом открой входную дверь. Забыть нельзя, вернуться невозможно. Звезда любви сгорает надо мной. Звезда любви над грешной суетой. Когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Звезда любви сгорает надо мной. Звезда любви над грешной суетою. Когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Благодаря этим людям сейчас мы отмечаем эту дату, и мы должны всегда помнить тех, кто стоял у истоков становления Гагаузской республики. Я так думаю, что, конечно, там не все люди, не все участники этих событий, но по крупицам все-таки собираются фотографии, даты, и люди стараются оставить в памяти историю для того, чтобы подрастающее поколение помнило все, что было в самом начале, что было у истоков становления Гагаузской республики. Также для наших телезрителей я хочу отметить, что 19 августа перед зданием исполнительного комитета каждый из вас может взять фотографию близкого вам человека, который ушел в мир иной, близкого человека, активиста, ветерана становления Гагаузской республики. Будет организован так называемый бессмертный полк. Он уже организовывается второй год подряд. Я буду находиться возле здания исполнительного комитета. Если кто-то имеет желание, пожалуйста, подходите, и мы вместе с вами пройдем к аллее славы с этими фотографиями. Я думаю, что это будет очень патриотично и очень важно для тех, кто помнит и знает, каким образом далась нам эта гагаузская автономия. Пожалуйста, да. Значит, вопрос тот же, да? Да. Значит, и тема та же. Тема та же. Значит, меня этот вопрос, конечно, долго думал над тем, почему мы пришли к тому, что сегодня. Вот. Значит, я проанализировал с самых первых с начала еще нашего движения и понял, что самая первая ошибка, которую мы допустили, это когда Гагаузская республика образовалась, и весь этот актив ушел в руководство. Гагаузский халкы как бы остался без... Еще тогда я покойному Степану Михайловичу говорю, мы делаем большую ошибку. Потому что если не будет общественной поддержки, если не будет этого движения боевого, которое до сих пор, нас обязательно сомнут. Потому что некому защищать. Вот это вот. Второе, значит, правильно Николай Макарович сказал, что варяги
которые приходили со стороны, и вы сказали, да, значит, они, как говорится, не были патриотами. Истинные патриоты никогда не были у власти. Это Всегда были те, которые никакого отношения не имели к Гагаузской республике, Гагаузской автономии. Вот. И, конечно, потом уже и такие же депутаты. Первые депутаты в 1995 году, да, когда еще Петр Михайлович Пашалы был, вот единственное, очень хорошее, много, это приняли уложение, это Конституция нашей Гагаузии. Вот единственное. После этого, кто бы ни был председателем, кроме раздоров, кроме скандалов, мы ничего не видели. Вместо того, чтобы бороться за Гагаузию, за то, чтобы этот закон исполнялся, я уже говорил, значит, мы друг друга поедали. Вот это. И третье, значит, что мы пустили сюда республиканские партии. Самое Нас главное. разделили. Самое главное. Нас разделили Я по хотела об партиям. этом сказать. Вы социалисты, мы демократы, вы либералы, вы пасовцы, еще так далее, и так далее. Но правильно сказал Петр Георгиевич о том, что мы должны были создать. Хотя не предусмотрено было, нам запретили это. Да. Но теперь в последнее время уже вроде как можно, да? Можно. И вот Мы уже у нас образовалась наша региональная, наша партия, наш Буджак, да, где вот эту партию сейчас нужно поддержать. Эта партия должна быть ядром для того, чтобы патриоты, гагаузы пришли к власти, которые объединились, потому что мы разобщены. Мы разобщены различными партиями, различными движениями, так скажем. Поэтому вот сейчас для того, чтобы все это исправить, никто нам не поможет. Ни ШОР, ни МОР. Давайте никто. без политики Значит, сегодня. нет, это Дмитрий не Петрович. политика, я вам говорю, потому что это продолжение этой же темы. Потому что если мы отдадим власть потусторонним силам, вот, без патриотов, мы ничего хорошего, также будет продолжаться. И даже хуже будет, потому что против нас уже еще сильнее будут санкции со стороны Кишинева. Огромное спасибо. Ну, то есть, я извиняюсь, Да. В 2000 году был принят закон Народным собранием о региональных партиях. Да. Но он просуществовал ровно полгода, потому что суд отменил Отменили. право У нас иметь- есть госканцелярия. Да, Спасибо. права иметь региональные партии не было. То есть попытка создать региональные партии была, но она не увенчалась, к сожалению, успехом. Теперь уже можно. Уважаемые гости, наше эфирное время подошло к концу. А вы, как, я бы так сказала, родители Гагаузской республики, основоположники, конечно же, нашей Гагаузской республики, о своем детище, о своей автономии можете говорить не один час, и я знаю, что это действительно так. И я надеюсь, что мы в этой студии соберемся еще не один раз и будем говорить на тему, которая важна для нас всех, которая волнует нас всех. В завершении нашей программы я бы хотела, чтобы каждый из вас, возможно, имеет что-то пожелать кому-то в этот прекрасный праздник, в годовщину становления Гагаузской республики. Буквально пару строчек в завершении программы. Каждому из вас я предоставляю слово. Пожалуйста, Николай Макарович. Ну, я хочу поздравить всех тех патриотов, которые в 90-е годы, не жалея своего здоровья и сил, и рискуя жизнью, вышли на защиту рубежей, скажем так, гагаузского народа. И мы не должны никогда их забывать. И власти, которые сегодня были, есть и будут, должны знать, что сегодня гагаузская автономия есть благодаря этим людям. Огромное спасибо, Николай Макарович. Петр Георгиевич. Ну, кроме патриотов, в нашей автономии живет и много людей, которых, скажем так, более-менее равнодушных и так далее. Я вообще хочу всех поздравить, жителей Гагаузии, что у них такая славная история, что есть чем гордиться. Я, например, никогда не жалею, что я прожил, ну, скажем так, довольно тяжелую, но очень счастливую жизнь. Я своей жизнью доволен. Поэтому я всех поздравляю. Это один из самых таких лично для меня трогательных, ярких праздников, которые я всегда с удовольствием отмечаю. И стакан доброго гагаузского вина мы все вместе, конечно, выпьем. Здорово. Кира Дмитриевна. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю гагаузскому народу быть мудрым, послушным
И чтобы каждый человек по зову сердца всегда выходил и защищал интересы гагаузского народа. Как обычно говорим, что мы гордый народ. Я поздравляю всех гордого народа. И будьте достойны носить это имя, что мы гагаузы. Пожалуйста, Дмитрий Петрович. Я прежде всего обращаюсь к нашим ветеранам, которые сегодня еще с нами. Поздравляю их. И Царствие Небесное всем тем, которых уже среди нас нет, которые тоже очень большой вклад внесли, чтобы была сначала Гагаузская республика, а затем и автономия. Я еще обращаюсь к нашим депутатам Народного собрания, их поздравляю тоже с этим прекрасным праздником, стойкости, чтобы они защищали законы Гагаузии, чтобы стояли на своем и не поддавались никаким внешним воздействиям. Огромное спасибо. Ну а я, в свою очередь, уважаемые ветераны становления Гагаузской республики, от себя лично также хочу поблагодарить вас за то, что мое поколение, поколение моих детей может гордо знать, что у них есть своя родина. И это дорогого стоит. Я желаю вам крепкого здоровья, не теряйте патриотизма, не теряйте этой энергии. А для наших телезрителей я хочу напомнить, что это была программа «Обсуждаем вместе», и героями этого выпуска стали ветераны становления Гагаузской республики Николай Стоянов, Петр Златов, Дмитрий Градинарь и Кира Димитрова. Берегите себя и своих близких и не теряйте патриотизма. Оставайтесь с нами на канале ГРТ.